Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что принесет и чем порадует вас новая неделя? Загадайте, пожалуйста, на себя, на свое самое ближайшее будущее. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Смотрите, все события к вам подтягиваются. Люди, события, ситуации, да, вот все тянется к вам. Вы прям в центре событий, в центре внимания, в эпицентре всего происходящего. Дел, конечно, будет много, задач очень много будет, ответственность какая-то у вас тут еще идет, прям ляжет на ваши плечи. Но неделя идет очень интересная. Ну, давайте пойдем по порядку. Смотрите, какой-то дефицит, какая-то нехватка, ощущение, что мне чего-то не хватает. Кому-то не хватает эмоций, кому-то не хватает любви, кому-то не хватает денег. Да, у каждого по-своему отыграется. Вот чем-то вы скомпенсируете. Причем эта компенсация, она идет как большая радость, прекрасный подарок, какие-то красивые вещи. Идет полноценная компенсация. Восполнение этого дефицита, компенсация, может быть, получение удовольствия в каком-то другом направлении. Ну, то есть вы себя как-то отвлечете, развлечете, либо кто-то вас отвлечет и развлечет. То есть здесь смена настроения. С упадка, с депрессии, знаете, на пик эмоций. Восхищение, радость, не знаю, смех, веселье, такое состояние. Плюс у вас здесь собачка вышла, но собачка такая, знаете, не щенок. Не щенок, но собачка, небольшая. Человек, который либо младше вас по возрасту, либо ниже вас по росту. Человек, который будет всю неделю просто хвостиком за вами ходить, помогать, участвовать в вашей жизни, во всех жизненных процессах. Человек, который будет делать добрые дела в вашу сторону, всячески вас поддерживать, подбадривать, не знаю, задавать тон, улучшать атмосферу вокруг вас. Человек как будто бы сам себя посвящает вам, либо всецело отдается, как говорится, в ваши руки, да, к вашим услугам будет этот человек. Это прекрасный момент, ведь помощь вам реально нужна. Даже не столько физическая, сколько моральная. Кто-то прям себя чувствовал крайне одиноким человеком, знаете, как будто бы один на один со всем вот этим огромным жестоким миром, да, со своими проблемами. А тут посмотрите, как преданный человек, настоящий друг, вот прям рядышком с вами. У кого-то, кстати, отыграется дружба, начало дружбы, дружеских отношений между вами и очень хорошим, порядочным человеком. Конечно же, вас это порадует. Конечно же, это прекрасный знак. Да, неделя принесет вам настоящего верного друга. Либо проявление настоящей дружбы от уже имеющегося рядом с вами человека. Так, с левой стороны. С левой стороны здесь какая-то трепка, либо нервотрепка у ваших недоброжелателей. Здесь мне показывают двоих людей, которые знатно понервничают из-за вас, либо из-за ваших каких-то действий. Но прям подгорает, понимаете, у одного из этих людей подгорает. Может быть, вы что-то предприняли, может быть, вы что-то сделали, либо чего-то добились. И у этих ваших недоброжелателей, крышу просто рвет, да, от зависти, от обиды, от каких-то, может быть, глупых претензий в вашу сторону. То есть вы, грубо говоря, им ничего не говорите, не делаете, но у них реально из-за вас подгорает. Вы будете видеть, что какие-то люди ходят как умалишенные, не знаю, там злые, такие растрепанные, нервные. Это все из-за вас. Из-за вас, так им и надо, как говорится. Были бы они нормальные люди, они бы, конечно, за вас порадовались. Но поскольку они переполнены какой-то токсичной злобой, вот такие у них невеселые деньки из-за вас будут идти. Так, еще огромное ухо.
и в ухо входит человек. Ну, у кого-то отыграется, что человек вам в чем-то признается, а у кого-то отыграется, что человек поделится каким-то сокровенным, да, какой-то своей личной тайной, личным секретом. Для вас это будет, конечно, удивительно, но и в то же время приятно, потому что человек вам доверяет, либо только вам может доверять. Ну, так и скажет: я верю только тебе, я знаю, что ты не продашь, что ты не пойдешь трепаться о моих секретах, да, может быть, даже какого-то совета у вас попросит. Опять же, ваша значимость, она в ваших же собственных глазах растет, да, от доверия, от веры в вас, да, такое будет. Так, здесь у вас в правой руке, смотрите, змея, видите, вот глазик, вот она сидит, змея, а в левой руке у вас грибочек. Замечательно, просто прекрасно. Ну, по змее это новые знания, это мудрость, это умение применить свои уже имеющиеся знания, да, открыть их миру, показать, кто вы есть на самом деле. Да. Может быть, вы что-то умеете, что-то знаете, никогда это не пробовали в реальной жизни, либо никому никогда об этом не рассказывали. На этой неделе вы блеснете. Блеснете, и здесь, смотрите, просто наповал какой-то человек смотрит на вас, аж голова кружится, да, падает. Как открытие вы для этого человека, что вы умная, что вы самодостаточная, что вы профессиональная, что вы знающая, да, вот прям вскружите голову какому-то человеку. Но здесь именно вот в профессиональной какой-то сфере. Так, ну а в левой руке у вас грибочек. Причем грибочек такой, знаете, увесистый, да, не маленький грибочек. Быть вам с деньгами. Неделя вас порадует хорошей денежкой, таким стабильным финансовым положением, да, уверенностью в завтрашнем дне. Денежки либо вы сами заработаете, либо вам кто-то заработает, принесет. Ну, у каждого по-своему отыграется. Главное, что они есть. И они есть в левой руке. Вы не будете из шкурки выпрыгивать, чтобы эти денежки заработать. Они придут легко, потому что в левой руке находятся. Так, здесь у меня большая толстая пчела присела на цветок. Ну, по пчеле это, скорее всего, вы, ваша работа, ваша ответственность. А то, что вы присели на цветочек, говорит о том, что будет время отдохнуть от работы. Либо работа будет меньше, либо работа будет приятней и не будет стресса на работе. То есть вам не нужно порхать с одного цветка на другой, да, ища этот нектар, да, чтобы сделать из него мед. Вы просто присели, вы отдыхаете, пчела, смотрите, какая вот упитанная, да, то есть без лишних телодвижений, без лишнего стресса, да, вы наслаждаетесь своей работой. Либо, если вы домохозяйка, да, у вас же есть работа, у вас же есть обязанности, здесь вот речь идет о том, что все будет делаться легко, в каком-то своем темпе, ритме, режиме, и не будет никакого напряжения, там, спешек, надо быстрее, надо бегом, надо все успеть, этого не будет. То есть работа для пчелки идет в радость. Она не работает, она, как говорится, расслабляется и получает удовольствие. Крайне редко такие знаки выходят. И здесь все у нас замечательно. Так, в следующем моменте здесь показали какую-то интересную науку, какие-то интересные знания, либо прям залипнете вы на какую-то познавательную передачу, на какой-то обучающий материал. Вы прям, знаете, с охоткой будете впитывать информацию. У вас такая тройка интересная еще с правой стороны. Тройка, которая обещает вам в будущем какой-то мост достижений, не знаю, как правильно его назвать. То есть вы прям загоритесь какой-то идеей, изучением какой-то новой темы. Прям почувствуете, что ага, это перспективное направление. Ой, как классно, все сошлось. И это перспективно, и это приносит, например, там, радость, деньги, достижения. И плюс мне это нравится, мне это интересно, я легко усваиваю эту информацию. Ну, очень хороший момент. Учитесь, мои хорошие. Учиться никогда не поздно. И знания, они рано или поздно все равно пригодятся. Так, смотрите, в следующем моменте у меня образ женщины, за которой стоит огромная фигурка ангела. Видите, вот. И ангел одним крылышком женщину вот прям закрывает. А перед женщиной, смотрите, стоит, торчит, да? Торчит вот такой гвоздь.
Да? И ангел ее так закрывает и говорит: нет, туда не ходи, там ты можешь на гвоздь напороться, да? Больно будет, неприятно будет. Смотрите, как ангел вас отводит от какой-то неприятности, от какой-то беды. Кто-то из вас, кто особо чувствительный, либо имеет предрасположенность к тонкому восприятию, к эфирному восприятию, вы прям присутствие почувствуете. Присутствие ангела, либо присутствие родной души. Прям это почувствуете. Вас как будто бы отведут от какой-то неприятности. По гвоздю это неприятность, это болезненная ситуация, это какая-то даже травма может отыграться. Вас просто отведут, не допустят плохого. Слушайте, очень крутой знак, тоже очень редко выходит, но это так красиво. Вот смотрите, видите, ангел стоит и крылышком женщину не пускает на гвоздь. Замечательно. А здесь, смотрите, по 2 тройкам кто-то наоборот будет звать и говорит: иди, не бойся, это гвоздь, он типа не настоящий, либо там больно не будет. А ангел прям скажет: нет, и не пустит вас. И вы не поранитесь, и вы не испытаете эту боль. А вот эти люди, которые по этим 2 тройкам, обратите внимание и сделайте правильные выводы. Может быть, и не друзья они вам, и не стоит их слушать, и не стоит им доверять. Сделайте правильные выводы, сделайте такую переоценочку, да? Такой критический взгляд, оценочный взгляд, да? И хорошенечко подумайте про этих людей. То, что они сами привыкли по гвоздям ходить, так это их проблема. Зачем вам по этим гвоздям ходить, если все гораздо проще, да? Гораздо проще. Можно не наступать на этот гвоздь и избежать кучу неприятных моментов. Так, в следующем моменте здесь женщина такая уверенная в себе, сильная, характерная. И рядом с ней мужчина. Мужчина, который прям слезно у нее что-то просит. Просит разрешения, там: отпусти меня с друзьями на футбол, либо просит разрешения к ней проявиться, то есть приглашает вас там на свидание, да, уговаривает вас уделить ему хотя бы немножечко, там, капелюшечку вашего бесценного времени. То есть вы в таком уверенном положении стоите, и вот он в позиции просящего. Слушайте, вам это здоровски поднимет настроение. Хороший момент. Так, дальше слева. Так, с левой стороны вы кому-то будете помогать, но человек либо не достоин вашей помощи, либо человек не оценит вашу помощь, как оно положено. То есть неблагодарный, да, попросту говоря, неблагодарный человек. Но даже зная, что человек неблагодарный, что не скажет спасибо, что еще потом вас может в чем-то обвинить, вы все равно станете помогать. Вы склонны к благородным поступкам. Вы не просто склонны, вы их постоянно делаете. Да, вы не ждете спасибо. Но, конечно, это неприятно, когда вам даже, там, не знаю, головой не кивнут. Но с другой стороны, девочки, вот кто-то рядом стоит и видит ваше благородство, видит вашу добрую душу, видит ваше человеколюбие. Смотрите, этот человек, кому вы помогаете, не оценит, спасибо не скажет, но другой человек сделает правильные выводы по поводу вас. И у этого другого человека есть больше возможностей для вас. Может, какие-то предложения есть. То есть, знаете, прям понравитесь этому человеку. Не как женщина, не как мужчина, а именно как добрый человек, ответственный человек, благородный человек. А это очень важно. Это очень важно. Не в эту неделю, но чуть попозже это для вас очень большим плюсом отыграется. Вы вспомните мою цыпку, вспомните мои слова. То есть ваши добрые дела, они по-любому будут для вас вознаграждены. Вот 100%. Так, еще здесь какая-то истеричная женщина, которая постоянно любит жаловаться на свое здоровье. Вот знаете, такая: все, завтра я помру. Да, либо мне тут жить осталось 5 минут. Либо вы все хотите, чтобы я как можно скорее ушла в мир иной. Такая истеричка. Смотрите, вам удастся разоблачить эту женщину. Прям доказать, что она врет. Доказать, что она врет. Может быть, найдете ее какие-то справки, выписки, результаты анализов. Либо там случайно по ошибке вам, например, позвонят и скажут, что у нее там все классно, все чисто, и у нее организм прям как у 18-летней девушки. Вот такое разоблачение с вашей стороны. Жалеть ее не надо. Вы правду узнали? Ну так давайте ее афишируйте так, чтобы все знали, чтобы каждая дворовая, там, не знаю, собака, кошка знала, чтобы у нее больше не было ни желания, ни возможности вот так притворяться там самой больной в мире. Вы знаете, что она вас винит в этом? Она прям всем, вот уши свободные находит и всем говорит, что вот это все из-за нее, да, либо это все из-за него, это они меня доводят.
да, это они моей смерти хотят. А вот когда вы всем расскажете, что эта женщина абсолютно здорова, и нет у нее никаких там диагнозов, либо каких-то критических там ситуаций, кризисов, ну, тогда все будет по-другому. Она, во-первых, и пристыдится, и поспокойнее станет, и даже еще заискивать перед вами будет, да, чтобы поскорее это все как затихло, да, чтобы про нее там не распространялись, и чтобы каждый не тыкал в нее пальцем и не говорил, что она обманщица. Так, девушки, женщины, у кого родственники, либо родственники вашего мужа живут далеко, прям далеко, может быть, в деревне живут, может быть, там в соседнем каком-то городе. Смотрите, они вам хотят что-то либо передать, какую-то как посылку, может быть, помощь, какой-то провиант, либо они будут ехать в вашу сторону и с собой что-то могут привезти. Вы будете говорить, да нам ничего не надо, у нас все есть, но они все равно очень много всего привезут, и у вас будет такая даже растерянность, да, а что мне с этим всем делать? Ребятки, если не знаете, что делать и хранить вам негде, скорее всего, вы знаете людей, которые, например, нуждаются в помощи. Вы можете сделать, ну, такой донатик, да, такую помощь оказать. Поверьте, это очень благородно, и продукты не испортятся, не пропадут, и по назначению будут использованы. Но только не говорите своим родственникам, что вы это кому-то дали, раздали, либо выкинули. Потому что это будет ужасное оскорбление для ваших родственников. Можете с ними просто рассориться так, что они с вами долго общаться не будут. Такое предупреждение вам вышло. И еще по поводу предупреждений. Здесь вот прям показывают какой-то момент, связан с электроприборами, либо электричеством в целом. Что вас случайно где-то, не дай бог, не шибануло током. Во-первых, проверяйте исправность прибора перед его включением, грубо говоря, либо если видите, что он там искрит, шипит как-то странно, либо там мигает непривычно, да, сразу отключайте, несите в ремонт. То же самое розетки. Старайтесь в ближайшую неделю, когда вы уходите из дома, все приборы электрические обесточить. Либо если у вас такие длинные, ну, например, розетки, проводники, старайтесь их отключать тоже из сети, потому что здесь какие-то неприятности именно вот с электричеством связаны. Не оставляйте на ночь заряжаться телефон, тоже могут быть какие-то скачки напряжения, да, что-то может произойти. Вот здесь четко показали неприятность из-за электричества либо электроприборов. Береженого Бог бережет, я вас предупредила. То есть можно это избежать и можно как-то вот прожить эту неделю, не попав в такую неприятную ситуацию. Так, еще здесь показали момент отмены какого-то мероприятия, какого-то события, либо какой-то встречи. Вас это очень порадует. Не знаю, то ли вы вообще туда не хотите, то ли вам добираться сложно, тяжело, то ли вы не в том состоянии, да, не то настроение. Может быть, считаете, что это вообще такая пустая трата времени. Вот это отменяется. Вы получаете об этом новость, и вам прям хочется, не знаю, плясать, танцевать, радоваться, веселиться. В общем, туда, куда вы не хотите, вы точно не пойдете. И не по вашей вине, а потому что это мероприятие, да, либо событие, встреча, свидание, оно не состоится. Будет отмена с другой стороны. Так, еще... Здесь какая-то очень маленькая, очень скромная дверка для вас приоткроется. Она еще не открылась, она просто приоткрывается. Но это тоже очень хороший знак. Вам нужно успеть, знаете, как это, ногу туда просунуть, да, чтобы она не захлопнулась. У одних отыграется, что это какое-то предложение из серии, типа хочешь, будешь, поучаствуешь, да, и вам нужно будет сразу сказать, да, я буду участвовать, я хочу, мне это надо, я этим очень заинтересована. Обязательно. У других же отыграется как такое узкое окно возможностей кому-то обратиться, либо даже что-то получить. Поэтому не надо медлить, нужно просто вот такой, знаете, юркой рыбкой туда впрыгнуть, постараться впрыгнуть. Да, потому что быстро очень эта дверь закроется. Она так чуть-чуть приоткрывается, потом быстро закрывается. Вы должны успеть. Вы должны успеть. Вы должны получить свое. Вот так. Смотрите, в венце посещение какого-то доброго дома, какая-то добрая атмосфера, такая, знаете, теплая, положительная, успокаивающая. Кому-то вы пойдете, либо где-то вы в таком месте хорошем побываете. Очень благоприятно на вас это скажется.
очень благоприятно. Может быть, это какой-то спа-салон, да, вы придете, пройдете процедуры и классно себя почувствуете. Кто-то сходит на массаж, кто-то просто к добрым людям попадет в гости. Прям очень хорошая атмосфера, и она прям ложится на вас таким теплым-теплым одеялом, и вы себя крайне комфортно почувствуете. Замечательное место, вы прям туда идете, посещаете, наслаждаетесь этим моментом. А кто-то действительно пойдет в гости и получит там какой-то подарок, презентик. Знаете, вот с пустыми руками вы точно туда не уйдете. Я не буду говорить, что вас там будут угощать, там встречать вас будут, это другое дело. Я вижу, что вам что-то будет там дано. Такое, знаете, приятное, милое сердцу. Тоже очень хороший момент. Так, и две дороги, которые одна на другую накладываются. Одна дорога идет очень такая, знаете, эмоционально тяжелая, либо в процессе этой дороги, да, может быть какое-то напряжение. Ну, допустим, погода плохая, либо переполненный транспорт, либо пробка, в которую вы попадете. А вот вторая дорога, она наоборот, она от худшего к лучшему идет. То есть что-то начнется очень так скомканно, непросто, но приведет вас к желаемому результату, либо даже какой-то удаче, какому-то везению. Две таких дороги вам еще вышло. Так, девочки, у кого мужчина работает на автотранспорте, ну, например, там, логист, либо он дальнобойщик, либо он экспедитор, да, может быть, он таксист, да, какой-то очень удачный заказ поступит, очень удачный, очень денежный. Но вашему мужчине нужно накануне очень хорошо отдохнуть. Обеспечьте ему отдых, обеспечьте ему покой, чтобы он мог выспаться. Это очень важно. Если вы мужчина, который работает с перевозками, в перевозках, то тогда подумайте о себе и хорошо высыпайтесь. Потому что дорога, сами знаете, да, дело непростое. Надо быть свеженьким, надо быть бодрячком в этой дороге. Выгодный заказ, но какие-то могут быть, не знаю, погодные сложные условия, либо сам маршрут, он очень протяженный, долгий, и потребуется вся ваша выдержка, все ваше напряжение и все ваши жизненные силы, да, чтобы осуществить эту поездку. Но на кону, да, хорошие деньги, хорошая прибыль идет. Так, мои хорошие, на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.